22 контрольные точки, и каждая имеет свою цену. Чем сложнее точка, тем больше баллов за нее можно получить. Всего в сумме возможно набрать 1500 очков, но это при условии, что участник пройдет все контрольные пункты. Как показывает практика, собрать все точки практически невозможно, поэтому каждый придерживается своей стратегии в зависимости от степени подготовленности своего автомобиля. Одна из самых ярких команд второго этапа уже при поиске первой точки была вынуждена выкапывать свой внедорожник из снежного заноса. По правилам соревнований, при эвакуации застрявшего автомобиля его участники снимаются с дистанции, не получая ни одного балла. Благо, правилами не запрещено одной команде помогать другой. Не буду загадывать, что будет на последнем, третьем этапе, но пока спортивная злость еще не взяла верх над взаимовыручкой. Метров, да? А? Да? Какую скажу? Да. А? Все, Сейчас нет. Быстрее! давай сцеплять. Такое большое скопление машин у одной точки скорее исключение, чем правило. Просто точка находится очень близко со стартом. Через некоторое время мы такого уже не увидим. Действительно, подобное скопление бывает только в начале этапа. После автомобили начинают растягиваться по трассе. Кто-то очень долго берет свою точку, кто-то вовсе не решается брать препятствия, уготовленные ему организаторами. Как обещали организаторы, второй этап намного сложнее, чем первый. За моей спиной сейчас находится 17-я точка. Пока ее взял только один УАЗ. Второй УАЗ пытается это сделать, но у него пока ничего не получается. Есть. Выезжай. Не садись пока. Наравне с подготовленными внедорожниками контрольные точки должны были взять и велосипедисты. Напомню, что взятие точки засчитывается лишь тогда, когда экипаж подгонит свой транспорт на расстояние, которого окажется достаточно, чтобы участник смог прикоснуться к табличке с номером и части своего авто. И что самое важное, зафиксировать это действие на цифровой фотоаппарат. В последнем велосипедисты, конечно, имели неоспоримое преимущество, но вот расстояние в 50 с лишним километров разбитой, мокрой и грязной дороги им было явно не на руку. Тут была вотчина внедорожников. Как вам точка по сложности? Многие не решаются ее брать в сравнении с другими. Ну, наша третья машина, в принципе, колея набитая. Самый, по-моему, опасный момент там был, как мне казалось. На съезде? На съезде, да, с дороги. А здесь, если лебедка есть у машины, то без проблем. Поэтому, наверное, стоит 50. Хотя на подобных мероприятиях проблемы могут возникнуть и у точки подешевле, да и попроще.
Экипаж Ригли Toyota Surf попался в ловушку, как говорится, на ровной дороге, за что и поплатился покореженной дверцей. Однако стоит отдать должное джентльменам из команды Ригли, они не стали линчевать свою единственную даму прямо на месте, как сделали бы многие мужчины даже за меньшую провинность. Хотя, может, просто побоялись потерять драгоценные минуты, которые на трассе бегут заметно быстрее, чем в обычной жизни. С момента гонок прошло чуть более 2 часов, и, как я говорил, машины уже растянулись, и сейчас на контрольной точке можно встретить одну, но максимум 2 машины. 15 экипажей растянулись по всей трассе. Кто-то вырвался вперед, кто-то отстал, однако результаты подводить пока рано. Тот, кто первый доберется до финиша, еще не факт, что победит. В джип-ориентировании главное — это очки, а победные очки можно заработать, лишь взяв максимальное количество контрольных точек. Ну что ж, с начала соревнований прошло 3 часа, это значит, что половина пути уже пройдена. Особых поломок пока не было, но вы видите, что сейчас начинается самое интересное. Как будут развиваться события, вы узнаете из нашей следующей программы.